Мемориальный комплекс славы имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Абдулхамидовича Кадырова открыт 8 мая 2010 года в канун празднования 65-летия победы в Великой Отечественной войне по инициативе главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Основными задачами мемориального комплекса славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова являются популяризация и увековечение памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, сыгравшего выдающуюся роль в судьбе не только чеченского народа, но и всего российского государства, а также увековечение памяти героических подвигов доблестных сынов и дочерей как чеченского, так и других народов, проживающих на территории Чеченской Республики. Открывает экспозицию фотографий времен депортации. Это еще одна трагичная страница в истории нашего народа. 23 февраля 1944 году весь войнахский народ, чеченцы и ингуши, был выслан в Среднюю Азию. Из истории помним сталинские времена, повальные репрессии. Не исключение была семья Кадыровых. Они попали в Казахстан. Вот в этом домике, в шахтерском поселке Малая Сарань, 23 августа в 1951 году родился Ахмат Хаджи. Он родился в семье потомственных богословов. Отец, дед, прадед были людьми религиозными, и он рос в том же духе. Здесь он с отцом на фотографии. Уже с 5 лет Ахмат Хаджи умел читать Коран, заучивал суры наизусть. И в 1957 году, когда уже было разрешено вернуться на историческую родину, семья Кадыровых возвращается в родовое селение Центарой. Ахмат Хаджи оканчивает школу, здесь он с одноклассниками в соседнем селе, Мачиуртовская средняя школа. По окончании школы 2 года он проработал в совхозе комбайнером, окончив училище номер 2 Наурского района. И далее 10 лет его трудовой деятельности протекали на различных строительных площадках Сибири и Нечерноземья. В 80-м году по направлению Гудермесской мечети он решает продолжить династию богословов. Уезжает в Узбекистан, поступает в Бухарское медресе Мири-Араб, фотографии во время учебы, оканчивает 7-летний курс этого медресе за 2 года, поскольку много уже знал, и поступает в единственный на тот момент в Советском Союзе Ташкентский исламский институт. Здесь он с братом Магомедом на фоне института оканчивает его с отличием, возвращается, работает заместителем имама в Гудермесской мечети и спустя некоторое время открывает Исламский институт в республике, является его ректором. Здесь он с родственниками, это домик с другой стороны, где они жили. Это более поздние фотографии. Здесь Рамзан Ахматович посещает места депортации, где жил отец, дедушка. Сейчас на месте этого домика в поселке Малая Сарань стоит мемориальная плита. В этом зале находятся личные вещи и фотографии Ахмата Хаджи Кадырова, по которым можно прослеживать путь жизни и деятельности первого президента Чеченской Республики. В стеллажах на стеклянных витринах находится любимая папаха Ахмат Хаджи Кадырова – Коран, тюбетейка и четки, а также подарок из Мекки, привезенный Ахмат Хаджи Кадыровым в 1992 году своему другу Султану Адалаеву. Продолжая духовное образование уже за пределами Союза, Ахмат Хаджи поступает в 90-м году на шариатский факультет Оманского университета в Иордании. Но в 91-м году начинаются смутные времена по всему бывшему Союзу. Он вынужден бросить учебу и вернуться к семье. Семья находилась у него в республике. У Ахмата Хаджи было 2 дочери, 2 сына. Здесь он в кругу семьи.
как любящий отец, сын, брат, конечно же, дедушка, здесь он с внуками. Много раз Ахмату Хаджи предлагалось вывести семью в безопасное место, как это делали многие, если не сказать все, на что он отвечал: «Моя семья будет там, где мой народ». По залу мы можем видеть стенды, подготовленные сотрудниками отдела по научной работе. Стенд «Без культуры нет нации». Отец и сын. Детство и юность Ахмат Хаджи Кадырова. Он ушел к познанию ислама. Выбор пути. Мой путь пройти достойно до конца. Коран – главный закон, по которому я живу. Ислам – религия мира. Все эти стенды – многолетний труд научных сотрудников музея. Указом президента от 12 июня 2000 года Ахмат Хаджи назначается на должность главы Временной администрации республики. Идет подготовка к всенародному референдуму, поскольку многие выступают от имени народа, но никто не удосуживается спросить мнение самого народа. И 23 марта 2003 году прошел всенародный референдум, фотографии с референдума, на котором была принята Конституция Чеченской Республики, а также были приняты законы о выборах президента и парламента. И уже на основании итогов этого референдума спустя полгода в октябре прошли выборы президента, где Ахмат Хаджи набрал более 80% голосов избирателей. Здесь видим на снимках моменты инаугурации. Он принимает поздравления. Инаугурация проходила 19 октября 2003 году в городе Гудермесе, поскольку Грозный был разрушен до основания. Не было ни одного целого здания, чтобы можно было пригласить гостей и провести такое торжественное мероприятие. Чечня начала новую жизнь в атмосфере безопасности и стабильности под руководством шейха Ахмат Хаджи Кадырова, когда республика предприняла важные шаги по восстановлению мирного процесса и созидательного труда, которых чеченский народ был лишен уже многие годы. Как говорил Ахмат Хаджи, надо вывести людей из состояния войны, дать людям в руки орудие труда, дать им работу. И начинается возрождение всех сфер деятельности: образование, культура, строительство, сельское хозяйство, спорт. Данная фотография сделана в горной местности, в Шатуе. Подготовка сельхозугодий. Саперы прошли, разминировали поле. Следом идет Ахмат Хаджи. Его пытаются отговорить, на что он отвечает: «Моя жизнь в руках Всевышнего». Чтобы возродить республику из руин, нужны специалисты. Свои вузы разрушены, специалисты разъехались. Ахмат Хаджи лично обращается в некоторые вузы страны с просьбой открыть филиал на территории республики. Первым на его просьбу откликнулся Пятигорский государственный технологический университет. Письмо Ахмата Хаджи, ответное письмо ректора. Он также являлся почетным профессором Пятигорского государственного технологического университета, в витрине его мантия. Также он являлся почетным профессором современного гуманитарного университета, в этой витрине мантии, его нагрудной значок. И он являлся почетным профессором Чеченского государственного университета тоже. Кстати, открытый филиал после гибели Ахмата Хаджи носил его имя. Ахмат Хаджи Кадыров был очень заинтересован в том, чтобы остановить войну в Чечне. Войну, которая была горящим пламенем, уничтожавшим все, что попадалось под его каток. Войну, которая не достигала целей и интересов, но стала топливом для убиения невинного чеченского народа. А на этом стенде мы видим, Ахмат Хаджи всегда был близок к народу. Его двери и приемные были открыты для людей. Встреча со строителями, с журналистами. На учителей возлагал большую ответственность, говорил: учитель создает нацию. Команда КВН, занявшая первое место
Особо трепетное отношение было к людям старшего возраста, в частности, к ветеранам. Накануне праздника встретился, лично их поздравил, всем ветеранам вручил ключи от автомобилей. К сожалению, это была их последняя встреча. Погиб президент, и время неумолимо. Ветеранов Великой Отечественной войны у нас в республике не осталось. На этом стенде визиты Ахмата Хаджи в страны СНГ. Также его визит на Ближний Восток, встреча с наследным принцем Саудовской Аравии. Во время этой встречи, благодаря знанию арабского, знанию положений Корана, ислама, Ахмат Хаджи смог убедить правительство Аравии оказать помощь жителям послевоенной Чечни. И в результате было выделено 2 самолета, и 500 паломников смогли осуществить мечту поехать в хадж. А ему в знак уважения, как ученому-богослову, королем Саудовской Аравии, были оказаны все королевские почести. Кстати, эту традицию Рамзан Ахматович продолжает до сих пор за счет средств фонда. Круглый год люди продолжают большой и малый хадж в святую Мекку и Медину. Ахмат Хаджи Кадыров начал свой путь, взятый из Корана и Сунны, учитывающий интересы людей. Он сумел остановить войну, убийства и смог вывести республику на этап развития, процветания и строительства после хаоса и разрушений. Он усердствовал на пути улучшения благополучия своего народа. Он верил в своего Господа истинной верой и был убежден, что он на верном пути, которым Всевышний Аллах ведет к лучшей жизни людей на земле. Он был убежден, что рано или поздно наступит победа. Именно тогда он произнес свои знаменитые слова: «Я не сомневаюсь, что победа будет за нами. Пусть меня не станет, но я уже считаю себя победителем». Военные, старейшины, задача одна – возрождение мира на чеченской земле. Данная фотография сделана в Илсхан-Юрте, это святые места в республике. Под видом журналистки-террористка по окончании молитвы попыталась приблизиться к Ахмату Хаджи, но ее вовремя заметили, остановили. Ахмата Хаджи спасли в тот день, но было 18 погибших и более 150 раненых. И вообще за тот короткий период, что он был у власти, на него было совершено 20 покушений. Символика Российской Федерации и Чеченской Республики дополняет интерьер кабинета президента Чеченской Республики. Здесь мы видим рабочий стол Ахмата Хаджи Кадырова. Предметы на этом столе до сих пор хранят воспоминания о нем, помнят его прикосновения. Ну а за этот журнальный столик, несмотря на свою занятость, Ахмат Хаджи Кадыров приглашал посидеть за чашкой чая своих гостей. Самая значимая часть музея нашего комплекса – это рабочий кабинет первого президента. Он был подарен правительством Чеченской Республики к открытию музея. И приемная секретаря на этой технике, за этим столом печатались указы, документы за распоряжение за подписью президента. Далее кабинет заседаний, где он работал со своей командой, принимал делегации. Рабочий стол президента, где он проводил большую часть своего времени. Все предметы на столе в таком же порядке, как при нем. На столе, кстати, последнее письменное распоряжение за подписью президента, датировано 6 мая 2004 годом, о том, что он уезжает в командировку в Москву. На стене у нас карта города, карта республики, символика российско-чеченских республик, стенды с копиями важнейших указов за подписью президента. И если вы обратите внимание на часы в кабинете и в приемной секретаря, они остановлены, показывает время 10 часов 35 минут. Это время, когда произошел трагический взрыв, унесший жизнь президента.
Эти указы и распоряжения говорят о том, что Ахмад Хаджи не обделял своим вниманием ни одну отрасль, ни одну сферу жизнедеятельности в республике. Завершает стенд указ исполняющего полномочия президента Чеченской Республики Сергея Борисовича Абрамова. В связи с гибелью первого президента Чеченской Республики считать днями траура 10, 11, 12 мая 2004 года. Данный стенд самый трагичный в этой серии. Верхний ряд фотографий вы видите последние минуты жизни президента. Город Грозный, стадион «Динамо», 9 мая 2004 года. Празднование Парада Победы. На правительственной трибуне президент. Справа от него генерал Валерий Петрович Баранов, командующий Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе. Слева председатель Госсовета Республики Хусейн Исаев, так сказать, правая рука президента. Только что закончился Парад Победы, начался концерт, посвященный данному празднику. Они уже собирались уходить, поскольку была назначена встреча в воинской части, награждение отличившихся военнослужащих. Задержались дослушать любимую певицу президента. 10 часов 35 минут под трибунами сработало взрывное устройство. Погиб президент, не стало Хусейна Исаева. Погибло еще 6 человек, в том числе 7-летняя девочка. Более 50 человек получили ранения. В числе раненых был генерал Баранов. Он был тяжело ранен, ему ампутировали ногу, но он остался жив, остался в строю и рассказал о том, что до начала мероприятия он сел слева. Но Ахмад Хаджи сказал, что почетный гость должен сидеть справа. Таким образом, спас ему жизнь, со слов Валерия Баранова. За мужество и героизм, проявленные при возрождении Чеченской Республики и борьбе с терроризмом, Ахмад Хаджи Кадырову присвоено звание Героя России. Он награжден Золотой звездой посмертно от 10 мая 2004 года. А в этой витрине синий в полосочку галстук, который был на нем в последний день. Галстук после химической обработки. Только после гибели президента стало известно, что он писал стихи. Он их писал не для публикации, их совсем немного, буквально несколько. Все они на родном языке и пронизаны одной тематикой – болью за народ и за родину. Здесь он пишет «Сополитик вац, поэт вац, сонокдахарях угар квертнак, сайгалкам пайдяхларду». Переводится как «Я не политик, не поэт. Для меня в этой жизни самое главное – быть полезным своему народу. Любить народ, бояться Бога», – говорил он. И как духовное лицо, как никто другой, он понимал, какая лежит на нем ответственность за судьбу всего народа и за каждого ее гражданина в отдельности.